Здравствуйте! Как всегда в этот час расскажем о главных событиях уходящей недели. В студии Марина Канадакова. И вот что будет в нашем выпуске. Жители Хакасии вместе со всей страной помогли Владимиру Путину собрать необходимые подписи. На местах избирательной кампании подключаются доверенные лица. Земля стоит миллионы, а бараки – копейки. В Абакане владельцы жилья под снос собираются в суде добиться справедливой цены за свои квартиры. Где заповедник Хакасский хотел бы больше территории и для чего? Виктор Непомнящий рассказал в интервью нашему каналу. Искусство лечит, а подорожник в этом помогает. Как студия в Абакане учит детей творческой свободе. Поддержали президента. Подписи жителей Хакасии, которые удалось получить к этой неделе, волонтеры передали в Центральный избирательный штаб Владимира Путина в Москве. Пока в гостиный двор доставлены 2 коробки из нашей республики. В них несколько тысяч подписных листов. Сбор продолжится еще 10 дней. Он ведется в региональном отделении ОНФ и на мобильных стойках в общественных местах. Процедура максимально проста и займет несколько минут. Достаточно паспорта, чтобы оказать поддержку главе государства. Владимир Путин решил идти на выборы в порядке самовыдвижения, поэтому ему необходимы подписи россиян. Всего для участия в президентской кампании заявилось 11 человек. 3 самовыдвиженцы, 8 от партии. Голосование состоится с 15 по 17 марта. Региональный избирательный штаб представляют доверенные лица Владимира Путина. В Хакасии их пока 2. Это известный детский хирург и депутат Верховного Совета прошлого созыва Геннадий Канзычаков, а также директор заповедника Хакасский Виктор Непомнящий. В пятницу им вручили соответствующие удостоверения. Главная их задача – агитация за президента. Также они заверяют подписные листы и по желанию могут присутствовать на заседаниях избиркомов и при подсчете голосов. Как отметили доверенные лица, они понимают груз ответственности и постараются его оправдать. Одна из ключевых задач – это содействовать избирательной кампании, содействовать ее прозрачности, легитимности, ответственности. И это большая работа, на мой взгляд, предстоит с населением республики, с людьми. Ни один гражданин, ни один житель республики не должен остаться незамеченным, его обращение. У нас на самом деле функции такие прямо очень ответственные. Это быть лицом президента на территории Хакасии и продвигать его идею, его стремление и желание жить лучше, быть сильнее. Задача нашего штаба в Республике Хакасии совместно с доверенными лицами, с участниками процесса провести избирательную кампанию на высоком уровне. Безусловно, основным и главным направлением будет легитимность. Мы точно понимаем, что наш кандидат победит. Это самый сильный кандидат. Компания «Аэросити» обжалует решение властей Хакасии о расторжении договора. В конце декабря Минприроды объявила, что лишает ее статуса рекоператора по 2 зонам. Это 5-я зона – Таштыбский район и Абаза, и 2-я, в которую входят Абакан, Черногорск, Сорск, Усть-Абаканский район, Багратский и часть Алтайского. Однако приказ Минприроды не означает мгновенного ухода «Аэросити» из данных территорий. На обжалование у компании есть 3 месяца. Только по истечении этого срока, то есть в конце марта, власти смогут выбрать нового рекоператора. «Аэросити» уже подала встречный иск по 5-й зоне, по 2-й вопрос решается. Так что предстоят судебные тяжбы, что займет не 1 месяц. Все это время рекоператор обязан вывозить мусор, а жители республики оплачивать его услуги. Претензии к «Аэросити» возникли в первый же год ее работы, и до сих пор происходят перебои с вывозом отходов, особенно в частном секторе. Только за новогодние каникулы на горячую линию Минстроя поступило около 70 жалоб. В Абакане разгорается скандал вокруг сноса барака в центре города. Люди не согласны с компенсацией, которую им готов выплатить застройщик. По их словам, на нее невозможно купить равноценное жилье. Компания же получает взамен очень выгодный участок земли. В ситуации разбиралась Ольга Стельмах. Нам должны улучшить условия, а нам, наоборот, ухудшают. Нас хотят прогнать жить в землянке. Вот, люди, берите лопаты, копайте землянки.
Историческая часть – одни из первых бараков Абакана, постройки 30-х годов прошлого века. Жилые добротные дома столетней выдержки. А это их владельцы, напуганные грядущим, как им обещали, светлым будущим. С тех пор, как на территорию зашел застройщик. Требования от жилстроя, то есть они прислали иск, где требуют освободить жилое помещение в течение 30 дней. Вот это вот пришло исковое заявление женщине, у которой 2 детей, 1 ребенок инвалид. Они не хотят ни с кем считаться, они никого не берут во внимание. Ни стариков, ни детей, ни инвалидов, ни пенсионеров. 2 года назад власти Абакана включили эти дома в программу комплексного развития территории. Подстегнул удачный опыт. Рядом уже застраивали участки. В этот раз тендер выиграла компания «Жилстрой». И начались проблемы. Застройщик оценил квадратные метры под снос и выдвинул свои условия. Они шокировали горожан. 408 тысяч квартира. 2 миллиона с лишним земля, а 408 тысяч квартира. Почти 50 квадратов. За 2 500 я ничего не смогу купить. Вот. А мне 71 год. Естественно, ипотеку или там что-то я не смогу взять, да и мне и не дадут. Ну что это, 2 с чем-то? И не купишь ничего. По полвека живем. И как это мы пойдем сейчас за бесценок отдадим им квартиры застройщику? Позиция «Жилстроя» однозначна. По их словам, стоимость определяла оценочная экспертная компания «Стандарт Эксперт». Почему суммы оказались значительно ниже рыночных? Вопрос открытый. Сегодня жители приглашают решить проблему в суде. Если уже на условиях представления данной стоимости собственники не согласны, то тут действительно пусть нас рассудит суд, и пусть уже свою стоимость, какую суд назначит, такую компания выплатит. Ни о каком выселении, в принципе, речи идти не может, потому что, в принципе, данный термин, он неприменим к этой ситуации. Есть договор купли-продажи, который компания обязана заключить с собственниками. И в ответ собственники обязаны заключить этот договор с компанией. Освободить предстоит 55 квартир. Первые иски уже рассматривают в суде. Я в этом доме живу 52 года. У Раисы Орловой с домом по улице Ленина связана вся жизнь. Здесь, в 3-комнатной квартире, женщина подняла на ноги сына, затем воспитала внука. Сегодня ждет в гости правнука. Решение съехать далось сложно, но теперь и уезжать некуда. За 70 квадратов предложили всего 3,5 миллиона. Застройщик нам тот раз же он сказал, а где я вам возьму квартиры или столько денег? Между тем, за какой объект идет борьба на аукционе, игроки знали изначально. Площадь в центре Абакана в 1,8 гектаров ушла с молотка за 16 миллионов рублей. Застройщик очень хорошо за этот участок торговался. Цена на аукционе многократно была повышена. То есть это был не единственный застройщик, претендовавший на расселение этих домов. Предполагается, что застройщик должен был оценивать свои возможности относительно того, что такое количество людей, такой социально значимый объект он на себя берет. Мэрия подключилась к проблеме. По личному распоряжению главы Алексея Лемина все, кто подали жалобы или чьи дела уже в суде, могут рассчитывать на юридическую помощь администрации. Городу необходимо развитие, но не ценой ущемления интересов людей. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Порядка 2000 обращений поступило в республиканский филиал Фонда «Защитники Отечества» за последние полгода. Он создан по поручению Владимира Путина для оказания помощи ветеранам спецоперации на Украине и их семьям. Направления самые разные, от содействия в восстановлении документов до психологической поддержки. Накануне фонд получил технические средства реабилитации: кресло-коляски, прогулочную и комнатную, опорные трости, костыли, ходунки. Все это здесь готовы предоставить ветеранам на безвозмездной основе на временное пользование до выздоровления или присвоения инвалидности. Любой, обратившийся к нам, регистрируется, встает на сопровождение к социальному координатору и дальше полностью взаимодействует с ним. И социальный координатор помогает не только в данном направлении, не только в обеспечении техническими средствами реабилитации, но и в решении всевозможных проблемных вопросов. Позвонить нам можно по телефону 248 520, код города Абакана 3902. И, соответственно, находимся мы по адресу Ленина, 56. В Таштыбском районе начали применять новую технологию изготовления блиндажных свечей. Эти изделия известны еще со времен Великой Отечественной войны. В банку укладывается гофрокартон и заливается парафином.
Такие свечи массово стали делать и с началом спецоперации, но теперь вместо картона в ход идут шишки. В этом случае свеча не коптит и горит дольше, до 8 часов. Педагоги 16-го профучилища еще в декабре заготовили сырье, просушили его, а с выходом на работу развернули целое производство. Все исходные материалы энтузиасты закупают на собственные деньги. Таштыбское профучилище – активный организатор помощи для бойцов Донбасса. В прошлом году коллектив и студенты отправили на фронт 200 свечей, шили балаклавы и носилки, изготавливали маскировочные сети и сухие суповые наборы. Также они собрали 255 тысяч рублей. У некоторых преподавателей на фронте есть родные люди. Лично вот у меня находятся там на СВО 2 брата, которые уже пользовались именно этими окопными свечами и на себе это испробовали. То есть я это знаю не понаслышке, а конкретно уже от своих родных людей, которые пользовались и знают, что какой толк от них, какая польза, и плохо, когда они на картоне заливаются. Когда поджигаешь эту свечу там, ты чувствуешь все равно тепло наше, которое мы им передаем через эти свечи. Компенсацию за декабрьские перебои со светом в Усть-Абаканском районе получат 86 человек. Данные озвучили районные власти. Напомним, месяц назад из-за аварии на сетях Калинина и Рассвет остались без электричества. На восстановление энергоснабжения потребовалось несколько дней. Энергетики экстренно достроили новую линию, а также провели работы на трансформаторах. В результате сбоя в некоторых домах вышла из строя система отопления и бытовая техника. В правительстве Хакасии пообещали выплатить компенсацию. По итогу право на нее получили 48 заявителей из Калинина и 38 из Расцвета. Общая сумма более 1 000 000 рублей. Ее выделят из резервного фонда республики. На помощь регионального бюджета надеется и администрация Черногорска. Там с прошлого года платят компенсацию жильцам аварийных общежитий на улицах Горького и Дзержинского, чтобы они могли снять квартиры в аренду. Люди громко заявили о себе, когда в знак протеста против бездействия чиновников угрожали переехать в палатки. Власти нашли временный выход, однако им воспользовались не все. Почему, выяснили наши корреспонденты. Общежитие в Черногорске парит и обогревает улицу. Многоэтажку сегодня буквально разбирают на части. Задача для управляющей компании – пережить хотя бы холода, ведь опустели далеко не все квартиры. Люди все равно продолжают жить, кому некуда съехать, а остальные жители не понимают ситуации такой, что окна начинают снимать, а прибор отопления снимать, батареи, двери снимать. Все бросается, кидает, получается. И в итоге происходят постоянные порывы отопления. Пустые оконные проемы забиты фанерой и картоном. Брошенные комнаты плотно забиты. В санузлах температура опустилась до минусовых показателей. От протечек системы пол покрылся ледяной коркой. Дома холоднее становится от этого. То есть они снимают свои окна, батареи. За этим не уследишь. Они вечерами поздно приезжают на машинах, снимают окна. Мы даже не знаем, сами ли хозяины это снимают, либо воруют их. Общежития по Горького и Дзержинского признали аварийными почти год назад. Но до сих пор на свой страх и риск здесь живут 35 человек. Те, кто отказался и от муниципального жилья, и от компенсаций за съемное. Здесь и Новый год встречали? Конечно, а где же? На улице, что ли? Ольгу Филатову не устроили условия переезда, предложили более тесный вариант. Эту комнату в 17,5 квадратов вот уже 25 лет она делит со своей дочерью и домашним питомцем. Маневренного жилья нету. Мне Пригорск предлагали, но я работаю, бывает, за Ваканом. То есть я не смогу туда переехать, в Пригорск. Все в основном арендные квартиры, они идут с ремонтом, с дорогим, идут с мебелью. Даже если недорогой ремонт, с животными нельзя, с детьми бывает нельзя. У меня кот, я его выбросить не могу. Как я его брошу? Это как ребенок. Между тем, новую безаварийную жизнь познали те, кто покинул эти темные коридоры. Одной из первой съехала Ирина Агафонцева. Администрация временно переселила ее в частный сектор. Впервые захотелось возвращаться домой, признает женщина. Прежние условия уютными не назовешь. Там потолочные плиты аж вот так вот ходили. И сырость была 80-90%, когда варишь. По стенам прям вода бежала. Вентиляции там вообще нету.
Вот представьте, комната 12 квадратов, и варишь что-то, и все это бежим в койку, в мокрую ложились. 66 семей сегодня получают компенсацию за съемное жилье по 12 тысяч рублей ежемесячно. Впрочем, еще в прошлом году местные власти грозили прервать выплаты из-за недостатка средств, но выход все же нашли. Несмотря на то, что бюджет города Черногорска он глубоко дотационный, тем не менее мы на 2 месяца предусмотрели сумму в размере 2 миллионов рублей для того, чтобы выплачивать компенсацию за аренду нуждающимся. Дальше мы все-таки надеемся на помощь правительства республики, на помощь Министерства финансов. На контроле ситуация и в региональном отделении Народного фронта, где, кстати, уже получили информацию, без денег переселенцы не останутся. Мы связались с губернатором, с Валентином Коноваловым, куда он нам подтвердил, что с марта республика заложила деньги, и уже республика будет оплачивать вот эту вот компенсацию за съем жилья. На 2025 год будет точно такая же процедура, когда будет уже пролонгирована вот эта компенсация и на следующий год. И так до тех пор, пока им не построят дом. Документы на строительство нового жилья готовы. Теперь необходимо попасть в федеральную программу. Когда это будет, пока неизвестно. Чиновники раз в неделю проводят поквартирный обход аварийных общаг. Здания не отключают от коммуникаций, как минимум до прихода тепла. Поддержать жизнь практически в бездыханных стенах с каждым днем становится труднее. Но пока здесь живут люди, делать это придется. Константин Кравцов, Ольга Стельмах, Антон Новожилов. Вести, Хакасия. В Подсинем мужчина стрелял по собакам. Это удалось снять на мобильный телефон одному из очевидцев. Ах ты! Водитель иномарки ездил по улице и стрелял из пневматической винтовки по бездомным животным. Поблизости гуляли дети. На призывы остановиться не реагировал. На место выехали сотрудники полиции. Стрелявшего задержали. Это местный житель, ему 62 года. Он был в трезвом состоянии. Данных о том, что мужчина ранил животных, нет, но заплатить штраф ему придется. Любая стрельба в общественном месте запрещена. Минимальное наказание – 40 тысяч рублей. Узелковый дерматит все больше беспокоит фермеров и сельских жителей. На неделе Аскизский район ввел режим повышенной готовности, хотя там нет очагов заболевания. На эту территорию приходится самый большой процент поголовья в республике. Более 40 тысяч коров, 120 тысяч овец и больше 10 тысяч лошадей. Занесение инфекции грозит большим ущербом для людей и для фермеров. Они предлагают провести всеобщую вакцинацию скота, но по правилам бесплатно вакцину получают только животные в опасной зоне. Власти решили упредить удар. Будет проведен подворовой обход и поголовье переведено на стойловое содержание. Кроме того, владельцы скота не имеют права отказать ветслужбе в допуске на свою территорию. Приняты и другие решения. Сейчас главная наша мера – это профилактика. То есть это запретить ввоз, вывоз без сопроводительных документов, без разрешения ветеринарной службы. Это приобретение кормов тоже с наличием сопроводительных документов. Даже с улицы на улицу, с населенного пункта в другой населенный пункт, даже внутри района, должно быть только по разрешению с ветеринарной службы. Уже в этом году в Хакасии может появиться центр реинтродукции лошади Пржевальского. Он станет вторым в стране и поможет сохранению дикой лошади, которой не осталось в дикой природе. О проекте, который стал ключевым для заповедника Хакасский, мы поговорили с директором Виктором Непомнящим. Как у вас прошел 23-й год? Все ли удалось? Все ли планы осуществились? Спасибо за вопрос. 23-й для меня лично в моей карьере, наверное, один из самых непростых, самых сложных и, наверное, самый насыщенный год. Мы наконец-то перешли в практическую плоскость реализации проекта по созданию центра реинтродукции. Что это означает? Это означает то, что нам на законодательном уровне утвердили нормативно-правовую базу, утвердили структуру, утвердили штатное расписание и внесли это в положение приказом министра
министра природных ресурсов России. Теперь мы можем действовать на законодательной, легальной основе. Мы продолжили нормативно-правовую базу подводить под существующий проект, в том числе внесли изменения в положение о заповеднике. Вот. Также в практическую плоскость перешло непосредственно реализация самих инфраструктурных проектов. Это строительство климатизационных вольеров, это строительство вспомогательных помещений, таких как там, карантинные помещения, вольеры для передержки, то есть необходимая инфраструктура. Это непростая работа на самом деле. Строительство вспомогательной инфраструктуры, связанное с энергообеспечением, с водоснабжением, созданием этих питьевых, сказать, источников для будущих лошадей Пржевальского. Более того, мы решили усилить этот проект еще экопросветительской составляющей. Не с первого раза, но все же вошли в национальный проект «Туризм, индустрия, гостеприимство». И в будущем центре реинтродукции, которые уже приступили к реализации, мы сегодня реализуем создание визит-центра с тем, чтобы дополнить пребывание наших посетителей, экопросветительская составляющая. Надеюсь, что в этом году мы уже его закончим. Кроме того... Извините, я хотела здесь вас остановить, чтобы мы пояснили для наших телезрителей, потому что не все знают, но проект по... разведению, да, лошади Пржевальского, один из главных для заповедника Хакасский. Вы уже над ним работаете последние годы. И коротко расскажите, пожалуйста, то есть цель этого проекта, что ждет жителей республики и где это будет? Ну, проект реализуется в первую очередь для сохранения, не только для жителей республики, а для сохранения редкого вида животного лошадь Пржевальского. Она, к сожалению, в естественной среде природы больше не обитает нигде в мире. Количество особей менее 3000 на всей нашей планете осталось. И в России создается уникальный, реализуется проект под эгидой президента нашей страны. Это сохранение редких приоритетных видов животных. Их 13 во всей стране, и один из них – это лошадь Пржевальского. Вот мы хотим создать второй в России центр полувольной группировки лошади популяции лошади Пржевальского в нашей стране. Первый создан в Оренбурге, а второй будет создан в республике Хакасия. И где центр будет находиться? Центр будет находиться в Усть-Абаканском районе на участке Камызякская степь с озером Улух-Коль, заповедника Хакасский. Все смогут его посетить, чтобы увидеть это редкое животное? Да, абсолютно. Все его смогут посетить. Это в первый год, конечно же, будут определенные карантинные мероприятия, но в последующем мы, еще раз повторю, планируем не только сохранять это животное, но и демонстрировать его и популяризировать его. Проект, в который мы реализуем, федеральный, он так и называется «Сохранение редких видов и развитие экологического туризма». Вот совместить с тем, чтобы жители могли увидеть и полюбоваться этим грациозным, уникальным во всех смыслах слова животным, диким животным. Его никогда не удалось приручить, и он совершенно отличается от домашних животных, даже по количеству хромосом. Нет ли планов по расширению территории заповедника? С точки зрения эффективности охраны, с точки зрения сохранения, с точки зрения развития, формирования центров социально-экономического развития, прилегающих территорий, здесь я бы, конечно, внес бы определенные изменения. И в первую очередь, опять же, вот с этим участком, да, Камызякская степь, мы уже обращались, кстати, по этому поводу. Нас поддержали муниципальные органы власти, нас поддержали федеральные органы власти. Но, к сожалению, мы пока не можем найти понимание с республиканскими органами власти. Но я думаю, я уверен, что это понимание будет, потому что, уж слишком налицо, слишком очевидны потенциальные угрозы. Вот, речь идет о расширении заповедника не там десятки, даже не тысячи гектар. А насколько? По-моему, если не ошибаюсь, 220 гектар. Вот. Но он концептуально изменит функционирование и безопасность, осуществит безопасность. Спасибо вам за эту беседу. Можно говорить еще целый час об охране природы, о красоте нашей территории. Спасибо. К сожалению, время ограничено. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Детские театральные студии набирают популярность. Ребята хотят научиться красиво говорить и быть в центре внимания. Их родителям важно раскрыть в ребенке творческий потенциал. В культурном центре «Подорожник» мамы и папы онлайн могут наблюдать, как проходят занятия. Подробности в следующем материале.
Произнести буквы четко и с посылом, словно голос мечет дротики. Ребята помогают себе рукой, но выговорить все непросто. Я здесь. Звукоизвлечение – целый процесс. Управлять им не все взрослые умеют, не то что дети. Но упорные тренировки помогают сделать язык и губы послушными, а голос уверенным. Также у актера дрессированное тело, которому подвластны перевоплощение в жонглера или укротителя палки. И, конечно, он великолепный танцор, тонко чувствующий музыку. А еще ребята приобщаются к таинству создания куклы. Руководитель студии Павел Шнягин, актер театра «Сказка», не мог не поделиться своим умением кукловода. Скоро марионетки будут готовы к работе со своими создателями. Куклу зовут так-то Маша. Ей очень подходит это имя. Она у меня творческая и любит заниматься пением. Когда я вырасту, я хочу, например, стать певицей. И я хочу получить себе такую грамоту по звукам, чтобы я хорошо произносила песни и звуки. Творчество очень привлекает ребят. В эпоху соцсетей юное поколение понимает, как важно уметь подать себя в публичном пространстве. Воспитанники студии уже снимают свои видео и собирают лайки подписчиков. Хотела бы стать актрисой и хотела бы стать блогером. Уже все хватает, но надо бы еще обучиться. Какой-то прогресс заметили? То есть дочка как меняется? Ну, во-первых, она более общительная стала. Целенаправленно идет к своей цели. Я хочу стать актером. Это для меня мечта. Я очень хочу сюда ходить. Здесь все очень классно. Ты хочешь быть актрисой? Да, хочу быть актрисой и блогером. А как тебе твой преподаватель? Очень топовый. Он современный, он все умеет делать. Если даже я не пойму, то он даже не кричит, как все. Создатель культурного центра Павел Шнягин долго решался на работу с детьми, но все-таки последовал примеру своего отца. Он тоже актер и тоже учит подрастающее поколение. Все началось с передвижного кукольного театра, с которым Павел выступал не только в Абакане, но и в других городах Сибири. И дошло до собственной студии и культурных проектов. Конечно, не все дети станут актерами, но главная цель наставника более важная. Все, что мы здесь развиваем, это нужно любому человеку, в любой профессии. И повар, и столяр, и актер, понятно, и музыкант. Поэтому тут главное развить именно мышление правильное, чтобы человек не зажимался, чтобы был более-менее расслабленный, и правильно разговаривал. Получится ли дать эту внутреннюю свободу, покажет время, но искренность наставника подкупает и детей, и их родителей. Занятия в центре – лишь часть процесса. В будущем руководитель подорожника хочет ближе познакомить своих воспитанников с миром театра и организовать творческие встречи с актерами Абакана. Марина Канадакова, Арсений Симонов, Вести Хакасия. Первого малыша наступившего года чествовали в республиканской столице. Его и молодых родителей поздравил глава Абакана Алексей Лемин. Мальчик родился в семье Валерии и Степана Шулбаевых. Тимофей их первенец, долгожданный. Супруги вместе 2 года и сразу хотели ребенка. Срок у молодой мамы был 19 января, поэтому, когда она неважно почувствовала себя вечером 31 декабря и скорая отвезла ее в перинатальный центр, то была уверена, что вернется и встретит Новый год дома. Но Тимофей решил иначе и появился на свет через полчаса после боя курантов. По сложившейся традиции молодых родителей пригласили в администрацию и вручили поздравительный адрес. Изначально знал, что сын будет. Прям чувствовал. И как на УЗИ сказали, что пацан будет. Я даже сильно-то и не удивился. Знал, что мальчик будет. Хотя по всем симптомам, говорят же, что это к девочке, что это к мальчикам. У меня по всем симптомам была девочка. Абсолютно. И я уже дала девочку. Во вторым пойдете? Не сейчас. Традиция очень давняя, точно больше 15 лет. И традиционно мы в начале января чествуем семью, в которой родился первый в городе в текущем году малыш. А этот год у нас это необычный, год, который президент назвал годом семьи. И, конечно, сегодня особая честь.
И о спорте. Саяны провели 2 домашних матча. Это были напряженные игры, подарившие болельщикам самые бурные эмоции. В первой встрече наши хоккеисты противостояли чемпиону страны – команде СКА «Нефтяник» из Хабаровска. Хотя гости играли не на пределе своих сил и допускали ошибки, это не помогло. Абаканцы владели мячом, часто атаковали и долго держали хабаровчан в напряжении, но все-таки проиграли в сухую 6-0. Выше уровень был и у второго соперника команды «Байкал-Энергия» из Иркутска. Она на 4-м месте турнирной таблицы, но класс не смог побить мастерство. Хозяева и гости долго притирались друг к другу, никто не смог установить превосходство. На исходе встречи саяны даже вели в счете 6-5, но иркутяне все-таки забили гол и добились ничьей. На сегодня наш клуб занимает предпоследнее 13-е место в турнирной таблице. И на этом выпуск завершен. Материалы программы также смотрите на нашем сайте вестихакасия.рф. А я прощаюсь. До новых встреч в эфире.